На 88-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни не стало народного артиста Российской Федерации и Республики Саха, режиссера, участника Великой Отечественной войны Валентина Дмитриевича Антонова. Мэтр русской драмы, яркая творческая личность, настоящий гражданин, патриот своей страны, жизнелюбивый и трудоспособный Валентин Дмитриевич не напрасно прожил жизнь. Он запомнится зрителям как разносторонний актер, как актер высшего пилотажа, продолжит Нургуяна Егорова. Какой постулат, что ли, или чем мы руководствуемся, актеры? Ну, прежде всего, овладеть сущностью образа, сущностью характера. Он любил театр, наверное, как никто другой. Это отмечают все его коллеги. Он вобрал самые лучшие человеческие черты, которые повлияли на все его творчество. Валентин Дмитриевич, говоря о своих героях, всегда подчеркивал, что каждая роль – это частица жизни, частица сердца и души. И благодаря ему мы как-то вот подтягивались невольно и шли за ним. Потому что в нем это вот было заложено. Ответственность, любовь к своей профессии. Как много раз он ходил по этим коридорам, где на втором этаже в гримерной Антонова проходило множество бесед на различные темы. Сейчас гримерная актера осиротела. Здесь пустынно и уныло. И не хочется верить, что он ушел навсегда. Вот пусть даже в этой гримерке, которая была обставлена его руками, он хорошо поделки делал из дерева. Тут висели всякие маски и коряги, которые он обрабатывал, и цветы, и все. Здесь просто совершенно была иная атмосфера. Валентин Антонов родился в Ульяновской области. 17-летним юношей ушел добровольцем на фронт. В 1948 году был демобилизован, поступил в театральный институт, а через 2 года перевелся в Ленинградский театральный институт имени Островского, который окончил с отличием. В Русском драмтеатре Валентин Дмитриевич проработал 60 лет. Им сыграно около 200 ролей, создана огромная галерея сценических образов. Также Антонов занимался преподаванием и воспитал не одно поколение актеров. Львиную долю того, что я умею на сцене, это благодаря Валентину Дмитриевичу Антонову. Я смотрел на него, раскрыв рот, и просто учился, как он это делает. Валентин Дмитриевич не любил работать в полсилы. Был требовательным не только к себе, но и к окружающим. Русскому театру сильно повезло, что он был здесь. Он человек эпоха. Для нас он все равно останется человеком номер 1. Это уже история театра уже. Мы простимся с ним как вот с физическим телом, да? А вот то, что душа, конечно, душа, она будет пребывать здесь с нами. И каждый раз, когда мы будем выходить на сцену, конечно же, он будет выходить вместе с нами. До свидания, фрау Инга. До свидания, господин полковник. Прощание с великим актером Валентином Антоновым состоится 25 апреля с 11 часов в его родном Русском драматическом театре.